Мен де түкінтенежнерім, ода ендері мана халмы келіне арвын естікчі кичел икілжене. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем свой 19-й урок калмыцкого языка. И помогут нам наши друзья Лиджи Горяев и Данзан Зулаев. Первая тема, с которого начинался вообще весь курс нашего языка, это приветствие. Сейчас вы уже знаете очень много слов, а потому мы сегодня рассмотрим приветствие. Но не просто приветствие, а приветствие с использованием мессенджеров. Сегодня мы все практически пользуемся этими мессенджерами, а потому сейчас мы покажем, как это можно делать на нашем родном языке. Итак, давайте начнем. Привет, друг. Менде ахы. Привет, брат. Ямаран бәйнәч. Как твои дела? Гемуга. Здесь можно также еще ответить интируга, бэнев или мубиши. Есть огромное количество разных вариантов. Вы можете использовать их все при общении в мессенджере. Чи сәм бәйнәч. А ты хорошо? Бибасы мубиш бәйнәу. Я тоже неплохо. Шинәсе юм бәйнә. Что есть из нового? Би хучарын бәйнәв. Я по-старому. Чамды шинәсе юм бәйнә. А у тебя что есть из новостей? Бимаңдур цаган амынды однау. Я завтра поеду в Цаганаман. Хамдан йоуи. Давай вместе поедем. Яхар бәйнәч. Тенде. Что ты там собираешься делать? Көділнішәр Евджанов. По работе еду. Кроме этого, можно еще ответить не только Цаганаман, но любое другое место и сказать «Амурхар Йовджанов, отправляюсь отдыхать». «Эльгенден золх карсет Джанов, хочу отправиться проведать родственников». «Кергер Йовджанов, по делу еду». Или, например, там «Хюрмдоднов, поеду на свадьбу». Го. Би керкте бәйнәв. Нет, у меня есть дело. Элгінден тусылхы керкте. Нужно помочь родственнику. Ня би гансхарын йоунау. Ну ладно, я поеду один. Чи отхларын мана нәжнірті менде күргі. Ты когда поедешь, передай привет нашим друзьям. Тиги. Да, пусть будет так. Хорошо. Итак, дорогие друзья, мы с вами выслушали ситуацию, когда два друга общаются между собой и спрашивают, что они могут сделать или что собираются делать в ближайшее время. Все те слова-формы, все те слова, грамматические конструкции, которые мы изучали на занятиях, пригодились вам для того, чтобы вы без даже моего перевода могли понять, о чем идет речь. Теперь же мы переходим к следующему диалогу. Это какое-то важное дело, которое мы будем обсуждать в мессенджере. Итак, давайте начнем. Ю кезенәч. Здесь нужно сказать, что это тоже два друга общаются между собой, спрашивая о том, что ты делаешь и что нужно делать. Итак, Данзан спрашивает, что ты делаешь? Гертен суунов. Хоты чанджанов. Я сейчас сижу дома и варю кушать. Кроме этого, можно также ответить. Дектерумшчанау, читаю книгу. Унчикеютнеу, лежу, сплю. Телевизор халяджанау, смотрю телевизор. Герян хураджанау, собираю там в доме вещи разбросанные или прибираюсь. Ну и огромное количество тех выражений, которые мы с вами, в принципе, проходили на наших занятиях. Чи ю кеженәч. А ты что делаешь? Би чамыла маңдыр хурылды отхар бәйнәв. Я собираюсь завтра с тобой поехать в Хурул. Хойрын оды. Давай вместе поедем. Тиги. Кеза харкым. Кеду цагла. Хорошо. Когда встретимся? Во сколько? Есінлі ирхы керкте. Туда нужно приходить в 9. Чадныч. Сможешь? Чаднау. Да, я смогу.
Хөн юкехым. А после что будем делать? Манады одат. Це ухм. Поедем ко мне, попьем чаю. Эжим махы чанжи өккө. Моя мама или бабушка, в общем, старшая женщина, близкая родственница, приготовит мясо. Тиги. О, хорошо, давай так. Бичамда нек зәңге келінев. Я тебе расскажу одну новость. Күйіндік керікті. Нужно поговорить. Ямаран зенгоу. Какая это новость? Ода кел. Сейчас говори. Мана саныл Наш санал гер аухар вәні. хочет, дословно если переводить эту фразу, то это значит «хочет взять дом». На самом деле гер аухе — это особое выражение, которое в калмыцком языке означает «собирается жениться». Итак, наш санал собирается жениться. Вот что он хочет сказать. Тикле. Сәнер күйінтіқі керікті. Тогда нужно очень хорошо поговорить, конечно. Не? Цә бұсыл жана. Гүйінәв. Ну, ладно, чай у меня закипает, побегу. Вот сейчас мы рассмотрели с вами еще одну языковую ситуацию, когда два друга, наверное, вечером общаются между собой и планируют следующий день. И спрашивают, что ты собираешься делать, пытаются синхронизировать свои действия на родном языке. Надо сказать, чтобы у вас успешно получалось переписываться в мессенджерах на родном языке, очень важно закачать алфавит калмыцкого языка, который сегодня есть В свободном доступе. в свободном доступе и который можно будет скачать. А потому мы ссылку на скачивание калмыцкого алфавита разместим под нашим видео. Итак, давайте перейдем к следующей теме. Представим себе ситуацию, когда один человек столкнулся с какой-то проблемой, а второй работает, и вот два друга тоже хотят встретиться для того, чтобы один помог другому. Итак, давайте начнем. Лиджи. Чи көділміштен бәніч. Лиджи, а ты на работе? Көдлет суынау. Да, я сейчас работаю. Юм болу. Что случилось? Нек керік бәні. Дело одно есть. Қарчы чадныч. Можешь выйти? Уга көділміш дала. Нет, много работы. Көділмішін хөні болхи? А после работы можно? Болна. Можно. Күйінтіқі керікті. Поговорить нужно. Юм болуа. Что случилось? Мені тус керіктей. Нужна помощь моя? Тиімі. Да. Кезі қарғи. Когда встретимся? Чамды ямаран тус керікті. Какая помощь тебе нужна? Машы ясқы керікті біле. Нужно машину было починить. Медув. Султықларын ирнев. Да, я понял. Освобожусь и приеду. Кроме того, здесь можно еще ответить. Мангдыр завтра, некедыр послезавтра. И на доланхонок-то на этой неделе. Доланхонок — это 7 дней или неделя. 7 суток. И Эндерболшко можно ответить. Сегодня нельзя, не получится. Чатшков нельзя, не получится тоже, не смогу. И так далее. То есть все эти формы мы с вами изучали. Не күленев. Хорошо, буду ждать. Хурдын ирі. Быстрее приезжай. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели диалог между двумя друзьями, один из которых столкнулся с какой-то проблемой, а второй сидит на работе, и они обсуждают, когда смогут встретиться. Я думаю, что этот диалог тоже был понятен без моего перевода, потому что если вы внимательно смотрели занятия и изучали все слова, которые мы проходили на них, то проблем для вас это создавать не должно. Итак, друзья мои, күнтенеджнерым, ода дарани күндвер халяджу үзей. Сейчас давайте посмотрим еще один следующий диалог. Практически невозможно представить себе современную жизнь без участия в ней такого важного, наверное, явления, как магазин. Итак, представим, что два друга переписываются между собой и просят зайти в магазин и купить
продуктов. Как это может происходить на нашем родном языке? Давайте послушаем внимательно, как это звучит, как это записывается и как это должно выглядеть в мессенджерах. Итак, начинаем. Данзын. Чиода альды вәнәч. Данзан, а ты где сейчас? Көділміштен суунав. Вот здесь нужно еще отметить, что вместо «альды» мы можем использовать фразу, специальное слово вопросительное «хама». В разных диалектах калмыцкого языка эти слова звучат по-разному. Однако «альды» и «хама» в древнем языке, в айратском языке имеют очень четкую дифференциацию или разницу между собой. Итак, слово «хама» является именно вопросительным словом «где». А вот слово «альды» происходит от слова «але», которое имеет абсолютно универсальное значение. Это и где, и что, и кто, и когда. Давайте представим себе такую ситуацию. «Али газырты» — где, в какой местности. «Али цакты» — когда, в какое время. «Аль күн» — какой человек. «Аль кын асындан» — в каком возрасте, в какой период жизни своей. «Али юман» — что за предмет и так далее. То есть «альды» имеет более широкое значение. Но тем не менее мы можем использовать оба этих слова в любой языковой конструкции. И кроме того, и это важно отметить, что это слово абсолютно все калмыки понимают. Как «альды», так и «хама». Поэтому их использовать можно по очередности или то, которое больше нравится. Однако я советую использовать те слова, которые использовались в вашей родной местности, в месте, где вы родились и где люди говорят эти слова по-своему. Это диалектная особенность калмыцкого языка, которая не имеет большой разницы для тех, кто говорит. Кезе сулднач. Когда освободишься? Нег юмын. Сурхар бәнев. Кое-что хочу попросить тебя. Юм болу. Что случилось? Что произошло? Көділмішін хөөні дилгүрті орат хоты авы. После работы заедь в магазин, возьми еды. Ю аухым. Что нужно взять? Что взять? Ода бичче өгі. Напиши сейчас мне. Хөөні махнасы авы. Возьми баранины. Басы нанды өдімік, Еще мне нужен хлеб, шикір, сахар, бодынцык, картошка шар тосын керікті. и топленое масло. Не. Аутчикнау. Ну, возьму. Юм болхау. А что будет? Нанур гейчнір рыхы. Ко мне гости приедут. Ода белдет суунав. Сейчас готовлюсь. Вот здесь нужно отметить, что бельдет суунав не значит, что я сижу, готовлюсь, а суунав это значит нахожусь, пребываю, как и бнф. Это примерно одинаковые конструкции в некоторых языковых ситуациях. Например, бигертен суунав может значить я просто нахожусь дома или сижу дома. Ну, не факт, что вы можете сидеть, просто находиться в пределах дома. То же самое бельдет суунав, это значит, что я сейчас не обязательно сижу физически, но вот сижу и готовлюсь к этому. Поэтому бельдет суунав это вот такое особое выражение в калмыцком языке. Кен ирхау. А кто приедет? Манахыс. Наши? Уга. Мана эйджи. Ирхер бәне. Нет. Мама наша или бабушка, ну, в общем, старшая женщина, близкая родственница собирается приехать. Еджи это и маму можно назвать, и бабушку. Поэтому мы используем слово еджи в значении либо мама, либо бабушка. О. Яхсын сәхін зәнгу. О, какая прекрасная новость. Бибасы ирджи менділнәу. Я тоже приеду, поздороваюсь. Чи эрке бише ири. Ты обязательно приезжай. Чама угағар яхыв. Как без тебя-то? Не. Көділмішен кечкет адығынау. Хорошо, работу сделаю и буду спешить. Не күләнев. Хорошо, буду ждать. Вот сейчас мы рассмотрели диалог, где были использованы продукты, которые мы в повседневной жизни часто покупаем в магазине. Запоминайте эти слова, заучивайте их для того, чтобы ваша разговорная речь была богатой и для того, чтобы вы могли свободно изъясниться по всяким вопросам,
которые нас сопровождают при покупке различных пищевых продуктов. Дорогие друзья, а сейчас мы подходим к следующему диалогу. Представим себе ситуацию, что внук списывается с дедушкой, и они беседуют на такие животрепещущие темы, с которыми все мы можем встретиться. Итак, давайте начнем. Мендүт. Сән бәәнет. Здравствуйте. Все у вас хорошо? В здравии ли вы? Бейтін кемгой. У вас все нормально? Как здоровье? Вот, кстати, здоровье называется ирюль менды или менды по-калмыцки, а бийтн, бие — это тело. Бийтн, вот это вот тн окончание, мы его с вами изучали, оно обозначает принадлежность, ваше тело. И нужно заметить еще, что вопрос сен бээнэт имеет отношение только к людям старшим по возрасту, либо к небольшой какой-то определенной группе людей. Поэтому здесь мы хотим показать ситуацию, как может общаться человек младший по возрасту с человеком старшим по возрасту. Продолжим. Ой, көвін менде. Ой, здравствуй, мальчик. Толғам өвчәне. Голова болит у меня. Чи хамайонач. Вот здесь нужно отметить еще слово толгам. Вот это вот м, вы помним эту частицу, она должна донести говорящему о том, что что-то мое. Кövüm — это мой мальчик, толгам. Толга — это голова, толгам — это моя голова и так далее. Толгам өвчена — это значит моя голова голова у меня болит. А чихамайовнач будет значить, где ты сейчас находишься в данном случае, или где ты ходишь, где ты находишься, пребываешь. Бисургульдан бәәнев. Я сейчас на учебе. Эндір. Долан. Кичел. Сегодня целых 7 уроков. Ну или пар. Кичәлін хөвіне емін саңды орат. Нанды эм аучкы. После уроков зайди в аптеку. Эмин санг. Мы помним, как изучали слово санг. Я еще говорил тогда, что дектрин санг — это будет у нас библиотека. Эмин санг — аптека. А мёнгна санг — банк. Так вот, сейчас мы используем слово аптека. Эмин санг. Эмавчка — это значит зайди в аптеку и возьми мне лекарство. Оче авнав. Схожу, возьму. Ямаран эм керктев. Какое лекарство нужно? Толған эм аучкы. Возьми лекарство от головы. Кезе ернеч. Когда ты приедешь? Тавынла сургулясын ғарнав. В 5 часов выйду с учебы. Гемгой. Пойдет? Нормально? Гемуга. Да, нормально. Сәнәр суры. Хорошо учись. Дәкәт юауқы керктев. А что еще нужно взять? Ой, мартын алду. Ой, чуть не забыл. Үсін чилеу. Молоко закончилось. Үсінәс аучкы. Возьми молока. Авчкнав. Хорошо, возьму. Белін хоты танды ауқы керктай? А вам нужно взять готовой какой-то пищи? Бәк. Нет, не надо, нет. Емгіншін харат ирчкет. Чанхы. Бабушка, когда придет, сварит. Не. Қарқларын цугюмы авчкат ирнев. Хорошо, я выйду, возьму все, что надо, и приеду. Эмчиде однат? А вы к врачу пойдете? Уга бәк. Нет, пусть, не надо. Нөкәдір отқы керкті. Послезавтра нужно идти. Сән. Хорошо, Удылго ирнев. скоро буду. Итак, уважаемые друзья, мы рассмотрели ситуацию, когда младший говорит со старшим. Наверное, вы заметили, что буква «Т», которая обозначает местоимение «та», присутствует практически во всем этом диалоге, когда младший обращается к старшему. Никогда не забывайте при обращении к старшему или небольшой группе людей использовать вот эти вот окончания или особые местоимения или суффиксы, которые как раз-таки подчеркивают, что вы обращаетесь с уважением к старшему человеку. Это очень важно, потому что у калмыков в традиционной культуре старшие всегда были особо почитаемы, ведь они имеют большой жизненный опыт, достаточно богатые
жизненный опыт, который должны передавать своему младшему поколению. Именно поэтому почтительно и уважительно относиться к старшим — это важнейшая составная часть традиционной культуры нашего народа. Дорогие друзья, давайте сейчас посмотрим следующий диалог. Например, это, например, или если взять пример, хойр неджи кюкен, то есть две девочки-подружки, хорндан бичельце цуна. Они переписываются между собой. Бичельцх, вы, наверное, помните эту форму глагола во множественном числе, и поэтому она не должна для вас представлять большой трудности. Итак, они переписываются. Эклей. Начинаем. Менде. Күнтхэ цаг байна уу? Привет. Есть время поговорить? Унчахшич. Не спишь? Менде. Привет. Бәне. Юмке жақшыв. Есть время, ничего не делаю. Шин жилен алды тоснач. А где ты будешь встречать Новый год? Үркі бүлтәған гертен суухар седлі. Вместе со своей семьей хотела сидеть дома. Ну, кроме этого, в принципе, можно использовать и другие выражения. Мы это изучали на наших уроках. Газаадын орнды йоухарбянев. Хочу выехать за границу, отдохнуть, например. Амархар. Или, например, кафеды неажнерле отхарбянев. Хочу отправиться в кафе и с друзьями вместе встретить Новый год. Или, например, ауи эчтагантос харбянев. Хочу встретить Новый год вместе со своими родителями или дедушкой и бабушкой. То есть самые разные варианты ответа могут быть у вас, когда кто-то спрашивает, чем вы хотите заниматься в ближайшее время. И все эти слова, и все эти формы мы с вами проходили на предыдущих занятиях. Хамдан тосхым болоза. А нельзя ли встретить его вместе? Уха алмав. Подумаю. Ода шиитхы арғы уга. Пока не могу принять решение, нет возможности. Маңдур хамдан делгүрті одат. Хуцы ауи. Давай завтра вместе сходим в магазин, возьмем одежду. Хучин хуцта шин жилен тосхы кері гуга. Не нужно встречать Новый год со старой одеждой. Болна. Можно. Бибасы шин кийлік аухар седлі. Я тоже хотела взять новую блузку. Хын хамдан кино очузи. А после давай сходим в кино и посмотрим. Сен болхы. Ой, отлично будет. Эндір сонин кино үзүлжене. Сегодня показывают интересный фильм. О, ви сурхар седлі. Ой, я хотел спросить. Чамды делашин тойг бәні? А у тебя есть номер, Деляш? Бәне. Есть. Бичамды йоволхы зөйтәу. Мне нужно тебе отправить его? Еулчка. Да, отправь. Бит түйінде нек зурык илге харбәні. Я ей хочу отправить одну фотографию. Тойгин илгәчкү. Отправила номер. Аббуч. Получила? Аббу. Получила. Ода зурган илгені. Ой, сейчас отправлю фотографию. Нетикле маңдур харгый. Ну, тогда давай завтра встретимся. Сен зүйді бәрже хоны. Спокойной ночи тебе. Вот здесь очень важная фраза «сен зюды берджихоны». «Сен зюды» или «сен зюдын» — это хороший сон. «Берхы» по-калмыцки, как мы уже с вами проходили, имеет значение «держать». То есть «удерживай хороший сон». Можно перевести это выражение. На самом деле это особое пожелание, которое калмыки говорят перед сном, потому что хороший сон действительно стоит того, чтобы его удержать. Кроме этого, у этой фразы есть еще один очень глубокий буддийский подтекст, но о нем мы сможем поговорить как-нибудь потом, в другое время. А сейчас, в данной ситуации, это будет значить «спокойной ночи». Сән бә. Маңдур харкым. Пока-пока, встретимся завтра. Дорогие друзья, мы с вами сейчас рассмотрели 6 диалогов, которые могут случиться с каждым. Конечно, это стандартные диалоги, которые мы создавали специально для вас. Посмотрев наши занятия, вы можете совершенно спокойно использовать то количество слов, которые мы с вами изучили, а также
обогащать свой словарный запас за счет других слов, читая, смотря какие-то калмыцкие видео или слушая песни. Поэтому вот те диалоги, которые мы сейчас с вами озвучили, посмотрели, перевели, должны, по идее, дать возможность каждому из вас уметь составлять свои собственные диалоги, которые будут полезны вам для того, чтобы продолжать свое обучение родному языку. Скоро мы запишем 20-й урок. В этот 20-й урок будет посвящен юрялям. Это очень важная тема, с которой сталкиваются многие люди и которая достаточно проблемна бывает для сегодняшних наших соотечественников. А потому мы посвятим его юрялям. Это будет тоже нестандартный, нетрадиционный урок, но в результате этого урока я надеюсь, что вы сумеете овладеть какими-то короткими, но очень важными для вашей повседневной жизни юрялями, использовав которые вы сможете доказать свое знание родного языка, любовь к своей традиционной родной культуре, а также постичь свою национальную культуру гораздо глубже, чем вы знаете ее сейчас. Күнттен әжнірім, одамана ені кичәлмі төксқден өрджі еужана. Зук еврен келінден хару сеткіл, еврен келінден хару зүркін, ухан санан чигін, кезе чигін, тана чиежасы, бича гартха, бича мөлтіртха, бича еутха. Ода ені хүрдікче еврен кичәлден мадын йөрәлмүдігі сура даучкат, кезенкі мана өвкінрин келсін үгер, Йөрәлін екін тосын, харалын екін цусын гесін үлгірері еуқыла, цуг мана әмдіріл, насын, жирғыл, екі сәхін болжы, елвік делвік болат, туста болат, еуқы болытқа кеже, ені арвын истікчі кешәлігі төксәғат келік саната бәнев. Дорогие друзья, дорогие наши слушатели, не стесняйтесь родного языка, говорите на нем как можете, старайтесь уделять родному языку хотя бы 5-10 минут вашего времени. Тем самым вы существенно улучшите уровень знания родного языка. Халмык келнәс бичай мәтін, дангин халмгар чатсарын келтін. Мана өфкіде сәсі күртсін зөрі, мартықым біші, халмык келен, күн болғын еверен, халмык келен, өрік жүлже атқа, тегет би буру келнә би ин хажыгыр келнә гигат бича ботсатын тегет газадын кел сурсынла әділ тегет төрскін кел бас сур же бол жана сургыдык дасыктык зү сук әділхін бәне тегет юнгишкер ху бича алда карыккасы бича ачкатын те күн болгон эвре төртәги хогой эвре асудулта теребин тим ике зөрі матын мартқы зөуга Тиктхä йөрәлтін шингтхä, күнтtä мана нәжнір, хөрдікчі мана кечәлді, хүйін, харға да вый, ода олқыла, сән менді байырта харғыжай.